Добрый дзень, тэлеканал Белсат, мы вядзем жывы эфір. Калі вы не супраць, то я вось так да вас прысяду і мы з вами пагаварым. Вы атрымалі траўму падчас пратэстаў? На ЭВС. На ЭВС меня сбили. Распавядзіце, калі ласка. Ну, в общем, я просто анархист. Вот, и меня, получается, пасли сотрудники ГУБОП, вероятнее всего это были, еще 9 числа возле моего дома. Вот, но у меня получилось ночью убежать. Вот, я поехал, получается, на протесты в Минск. После этого 12 числа уже я поехал на вокзал забирать у мамы вещи. И, ну, меня, видимо, словили по ориентировке, ну, молодые парни, сотрудники милиции молодые, вот, лет, может, 20 им, видимо, по белому браслету подошли, попросили документы, я предъявил им паспорт. Они сказали, что меня, вероятнее всего, ищут родители. Ну, я сразу понял, что к чему. Завезли меня на вокзале в участок. Вот, там меня, получается, тоже избивали. После подъехали, вероятнее всего, сотрудники ГУБОП. Начали меня тоже избивать, прессовать, унижать. Я очень сильно хотел в туалет по-маленькому, да. Вот, пробили мне в мочевик, я там обмочился, начали тоже снимать, вероятнее всего, на видео. Точно я не знаю, на видео снимали или нет, но боковым зрением видел, да. Смеялись с меня. Вот, передавали привет от всех задержанных анархистов, говорили, что им там плохо. Передавали привет от Dissident Buy компании. Передавали привет от Вячки, говорили, что вот Вячка уехала в Украину. Гаворка, я для наших гледачоў патлумачу, гаворка пра анархіста Вячеслава Касінерава. Малады чалавек таксама анархіст, таму яму вось да яго так і ставіліся, магчыма, праз гэта. Вот, после этого меня увезли, получается, в Бобике на кресте, на изолятор временного содержания. Когда меня выводили, сотрудники, не знаю, кто именно, просто я не видел, потому что я смотрел в пол Бобика этого. Сзади меня были наручники, и выводили, когда меня выводили, кричали «привезли координатора». Вот, и когда меня тоже выводили, кто-то из сотрудников, наверное, надзора или просто милиции начали кричать «выводить этих собак». Я сначала подумал, что меня будут кусать собаки, а потом я понял, что это выводили, наверное, самых отбитых ОМОНовцев, ну, у которых нет чувства какого-то вообще достоинства. Там. Начали меня избивали, ну, больше по ягодицам, вот тут по ногам, вот, и по спине. Получается, заставляли кричать «я люблю ОМОН», вот, ну, типа, снимали на видео тоже, как я кричал «люблю ОМОН», стали кричать «живе Беларусь», били за все, за татуировку били вот за эту, били даже за группу «Дай дорогу», у меня была барсетка группа «Дай дорогу», били даже за нее, ну, били за все, даже за прическу. У меня еще был, я нашел, получается, браслетик, у меня был в браслетке «Я люблю Берлин». Ну, тоже белый браслетик «Я люблю Берлин». Тоже били, короче, говорили, что я фашист, били то, что я якобы фашист. Это просто сувенир с Берлина. Да, сувенир с Берлина, который я просто нашел, который валялся. Ну, белый браслетик тоже хотел себе забрать, вот. Потом тоже завели, получается, в дворик, там где-то 50 человек было. Завели в дворик, там уже я, короче, начал терять сознание. Ну, я лежал, не мог встать. Там ребята взбунтовались, все, короче, вызвали фельдшера. Изначально, когда должен был подойти фельдшер, подошел, вероятнее всего, один из сотрудников ОМОН, который меня избивал. Ребята разошлись, я там лежал посередине, и он сказал, пускай эта падла будет лежать. Вот, после этого, наверное, я не знаю, сколько я лежал, я там терял сознание, ну, как ребята говорили, я просто этого уже ничего не помню. Вот, потом, короче, может быть, я чем час-два пролежал, меня забрал фельдшер, увезли меня на скорой на носилках. Отвезли в Боровляны на хирургическое отделение. Ну, там был рентген, меня осмотрели, там хорошо осматривали меня, врачи там просто красавцы, вот. Все у меня в порядке, типа, у меня нет перелома таза, ничего, у меня усиленный ушиб таза и очень, ну, типа, большие гематомы, поэтому я, ну, как врач говорил, я не буду ходить около 3 недель. Но сейчас я уже бодрячком, думаю, недельку покатаюсь, и там уже буду выходить на ногах. Вам допомагають ваші сябры, близкие, да, так? Много людей приходило, которые даже я не знаю. Ну, у нас солидарность в Беларуси просто очень огромная. Як вас зовут? Красовский Иван Иванович. Іван, дякую, що поговорили з нами. Тримайтеся. Який у вас діагноз конкретно тепер? Ну, сильный ушиб тазобедренной кости и многочисленные гематомы. Теперь болить просто теперь? Болит, когда я ходить не могу. Так я вот ногами двигаю, все в порядке, просто я когда хожу, не могу ходить. Очень медленно передвигаюсь, поэтому на колясочке приходится. И после всего, что с вами отбылося, вы все равно вот навод на воску вышли? Во-первых, я мог быть на месте этого парня. Ну, могли бы быть мои друзья на месте этого парня. Вот. Во-вторых, этот парень боролся за нашу страну. Он был на стычках, он боролся за нашу страну, он понимал, что нужно выходить, потому что мирным путем не добиться. Поэтому, ну вот, он умер за нашу страну. Он умер, вообще, я считаю, что он умирал не только за нашу страну. Я считаю, что он умирал вообще против диктатуры во всем мире.
Потому что, ну, мы как бы боремся не только против какого-то диктатора там с усами, да, мы боремся вообще против диктатуры во всем мире. Против Путина, там, против какого-нибудь Каддафи тоже был, которого убили, да. Против, я не помню, как зовут этого чувака, который в Венесуэле, да. Ну, в общем, я считаю, что нужно бороться во всем мире против диктатуры. Дякую, толькі беражыце сябе, Хорошо, будьце асцярожныя ў гэтай барацьбе супраць дыктатуры. Что? Ну, Да. я могу встать. Можем... Если мне ребята помогут, я могу встать. Давайте мы попросим вас показать спину, калі вам не складана. Дапамажыце, калі ласка. Мы хочам просто показаць нашим гледачам, што стала з Іванам, які патрапіў у рукі сілавікоў і з якога здзекаваліся, якога катавалі. Дапамажыце, хлопцы. А на спине били? Меня били, но там не очень. Там маленький, кстати. Вось паглядзіце на ногі, Ну, получается, били по ягодицам, чтобы нельзя было передвигаться, просто и все. і вось тут скура проста чорная, там, дзе вось вы руку трымаеце. Я думаю, што каментар тут проста залішні.